30 миллионов рублей на реализацию образовательных проектов, установку спорткомплексов, поддержку семьи, социальную защиту и патриотическое воспитание молодежи. 62 некоммерческие организации региона стали обладателями грантов главы. В этом году сумма для социально ориентированных НКО выросла в 5 раз. Эти деньги тоже они идут и на благоустройство, и на спорт, и на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ну и на другие социальные направленности. И мы в этом году увеличили сумму по этим грантам более чем в 5 раз. И она действительно составила в этом году 30 миллионов. И самое главное, мы видим, что вот эта активность людей, она должна поощряться. Потому что если человек говорит «я хочу, помогите мне», то, конечно, этим людям надо помогать. И мы будем это делать обязательно и точно совершенно снижать не будем, а будем по возможности эту планку поднимать. Транспортная доступность для жителей республики не зависит от сезона. Отрезанными от большой земли северяне могут оказаться и весной, и летом. Только отошел паводок, наступила новая напасть. Вода упала местами до критических норм, как, например, в столице, в районе переправы в Алешино. Еще месяц назад все подступы к реке были залиты водой, а сегодня паромы и теплоходы садятся на мели. Такого обмеления Вычегды в июне старожилы не припоминают. Обычно вода падает в августе. Река обмелела, и у нас по реке встали наши трамвайчики речные, которые перевозят, а там тоже в день до 300 человек. И мы сейчас буквально вчера весь день отрабатывали это. Я вышел на руководителя Ростеха Сергея Викторовича Чемизова, потому что у них есть концерн, который занимается такими судами, в том числе на воздушной подушке. Оказалось, что пока даже они этого не делают, это в проекте, нашли компанию, это все за вчерашний день, которая действительно производит такие суда. И сейчас в срочном порядке Ростех под нас пытается приобрести хотя бы 1-2 судна с тем, чтобы передать эти судна в аренду, с тем, чтобы эти маршруты заработали. Это просто в дополнение, что не только автомобильные маршруты автобусные, но и речные у нас патологически. Сначала топило, воды, да? А сейчас минус 60 сантиметров упали уровни в реках. К празднованию столетия республики подготовка уже началась. Этот год должен стать переломным в плане развития и обновления. Столетие должно запомниться не только праздниками. Безусловно, праздники должны быть, но оно должно запомниться. В Сыктывкаре это набережная, да, я сказал, там в Усть-Цильме больница новая, да, там в Усть-Куломе школа отремонтирована, ну и так далее. Дороги, те, о которых мы с вами говорим. То есть в этот год должно быть максимально сделано с заделом на следующие 5 лет. С тем, чтобы было понимание, что столетие, и мы от него дальше пошли вверх. Ситуация с вирусом пока остается сложной. Вновь заболевшие выявляются ежедневно, и цифры нестабильные. Поэтому жителям и дальше рекомендуют соблюдать жесткие антивирусные меры. В общественных местах носить маску и перчатки. Татьяна Супряткина, телеканал Юрган.